Для каждого человека есть определенные места, где его душа успокаивается и обретает гармонию с самим собой. Именно здесь человек чувствует прилив сил, его душа обновляется, а сердце наполняется покоем. Есть такие сакральные места и в Казахстане, которые считает посетить своим долгом каждый человек, проживающий в нашей стране. Хочется сказать, что Республика Казахстан – это музей под открытым небом. В нашей стране имеются прекрасные природные достопримечательности. К их числу относятся озеро Бурабай, расположенное в Кочетавской области, луга Заилийского Алатау и красивые пейзажи каньона реки Чырын. Город Алматы – один из прекраснейших городов Казахстана. Он расположен у гор Заилийского Алатау и радует архитектурными построениями, сочетающими в себе национальный стиль. Близ города расположен прекрасный заповедник площадью 90 тысяч гектар и живописное ущелье Чимбулак и Медео. Еще одна прекрасная достопримечательность Казахстана – это погребальные курганы Бешатыр-Сака. В северном и южном Казахстане имеются огромные захоронения сакских царей. Ни в одном другом месте в Евразии не существует такое скопление царских погребальных курганов. Это огромное погребальное захоронение железного века диаметром 104 метра и высотой более 17 метров. Величавость царских могил подчеркнута прекрасным видом окружающего ландшафта. А в 150 километрах от города Шымкента, недалеко от городища Атрар, находится мавзолей проповедника ислама, религиозного мистика, жившего в VII веке, учителя и духовного наставника Ясави Арыстан Баба. Как говорится в легенде, по распоряжению Амира Тимура над могилой хаджаги Ахмета Ясави началось строительство мечети. Все попытки возвести стены потерпели неудачу по вине внезапно появившегося зеленого быка, который все разрушал. Явившийся во сне Тимуру, святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан Баба, а затем уже над могилой Ясави, что Тимур и сделал. Поэтому паломники первым посещают мавзолей учителя Арыстан Баба, а потом мавзолей. В XVIII веке на месте древнего мазара, разрушенного землетрясением, было построено двухкупольное сооружение, опирающееся на две резные деревянные колонны. Здание XVIII века разрушилось и в 1909 году было отстроено заново. В 1971 году из-за высокого уровня грунтовых вод, приведших к ее аварийному состоянию, мечеть была снесена и отстроена заново. Здание построено из жженого кирпича. Улытау. В самом центре Казахстана находятся легендарные горы Улытау. Это место священно для казахов. Именно здесь много веков назад поднимали на белой кошме провозглашенных ханов. Здесь располагались ставки казахских правителей, сюда стекались тысячные войска трех жузов. Кажется, что спустя века бескрайние просторы все еще хранят таинственный и в то же время величественный дух предков. И только горы, синее небо, реки и камни – молчаливые свидетели исторических событий, которые могут нам передать атмосферу того захватывающего времени. Улытау – это особенное священное место, колыбель казахской нации. Это средоточие мавзолеев, наскальных рисунков, пещер, древних городищ, исторических и легендарных историй. Сюда съезжаются паломники из разных стран. Эти земли изучают уже несколько столетий, но до сих пор никто не смог разгадать тайны, которые хранят величественные горы Улытау. Чтобы попасть сюда и воочию увидеть сакральные места, необходимо преодолеть километры бездорожья, ощутить все прелести степного туризма. Но кто побывал единожды, едет в эти места вновь. Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою родину, свой народ и страну, свою землю и историю. И нам сегодня с вами надо помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое будущее.